Я же из того, я в Краснодаре, Краснодарская. В Краснодаре. Работала Краснодаре, в да? госпитале. Госпиталь эвакуировался, и я с ними поехала. Ну, события какие. Госпиталь стоял у нас километров 20 от фронта. Мгм. Вот, допустим, сегодня война, сегодня выступление. На утро нам везут больных в госпиталь, потому что там за ними идет это, ну, как сказать вам, ну, там перевязку какую сделают небольшую, а уже утром они везут к нам в госпиталь. И мы, санитарок обычно у нас 2-3, и я 4-я, и мы берем носилки и этих больных это, с автобуса снимаем и в госпиталь. И это так не ежедневно, нет. А когда вот воюют, там, может быть, там через несколько дней война, там слышно, как там воюют, как стреляют, как все. И дальше госпиталь, война пошла дальше, эти, ну, как эти, фронт. События. И мы едем на фронтом. Вот эти дни я всегда вспоминаю. Вот. Как мы таскали больных, и какие больные были, раненые. Да. Ну, радуемся, когда нету этого что, боя. Вот это же мы радуемся. В кино у нас вечером, там уже в лагере, то в госпитале, кто может больных, больные ходят в кино. Вот мы рады. А если кино нет, то танцы организуют под баян. То уже мы рады. Там день, 2, 3, 5 нету боя, и стреляют, понимаешь? Ну, бомбежки были каждый день. Бомбежки. Мгм. Погибали, и в нас погибали в госпитале работники. Вот так. Радости мало было, конечно. Я уехала на фронт, у меня осталась мать старая и годичный ребенок. Нет, когда война началась, это вы молодые, видимо, не в курсе дела. Немец был под Москвой, вы это знаете? Да, да, да. Знаете. А Краснодар от Москвы недалеко. Далеко, да. Вот. И у нас за это время 3 раза был немец в нашем вот городе, в Краснодаре. 3 раза был. Потом, когда немец придет, где работать будешь? Все это, я на почте работала, почта эвакуировалась. У меня еще ребенок маленький был, ему и года не было. Мама говорит, ну что, эвакуируется, поезжай, а не хочешь? Я нет, не поеду. Осталось. А у меня мать и ребенок, и я. Что кушать? Вот представь, ну что, работы нет. Ну, идешь к немцам, где-то в складе там устроиться, или в магазине там фасовку делаешь, ради того, чтобы хлеб дали. Вот так. Немцы уйдут, наши придут. Ну, тут уже мы герои, уже у нас, конечно, предприятия не работают, но можно в любом госпитале устроиться, санитаркой устроиться. Вот, я строила, санитаркой работала. В первом госпитале я санитаркой. Во второй раз, когда пришли, я не могла устроиться нигде. Там уже подобрали санитарок. Потом наши русские, когда пришли, я в санитарку скорее узнала, где госпиталь. А у нас был дом хороший, и у нас всегда офицеры стояли в доме. Ну, жили, спали ночью. Днем-то они на работе, а ночью-то приходят. И мне сказали, вот госпиталь будет там и там, хороший госпиталь, идите обстраивать. Я пошла, санитаркой пошла, работала санитаркой. Наверное, недели 2-3 работала санитаркой. А потом главврач говорит, давайте принимайте у нас все хозяйство. Я говорю, какое хозяйство? Ну, все это, постельное белье, полотенце, там мыло туда-сюда. Я говорю, ой, да я, наверное, не смогу. Ну как это вы не сможете? Вы 10 классов кончили, да, кончила.
Ну вот я все приняла. Приняла все. Вроде мне легче стало. Я хоть, как говорится, полы не мою, больниц не кормлю. Там выдала тебе вододеяльник или простынь там, и все. На Вот тот момент... госпиталь наш эвакуируется. Я говорю, я не смогу ехать, у меня мать старая и ребенок. А у вас, говорит, мать и будет с ребенком, а вы поедете. А кому вы сейчас сдадим? Мы санитарок уволили. Мы санитара где угодно возьмем. А вас уволить, кому это все отдать? И так я вот поехала с ними. Это было начало 42-го года. Уже все орали, кричали, вот-вот немцы возьмут Москву, и войне капут будет, все. Так все люди в Краснодаре были настроены, что немец уже был под Москвой. А потом, видимо, какое-то государство помогло. И немцы отступили, и они совсем с Краснодарского края уехали из-под Москвы. И вот мы уехали. Я была на Украинском фронте. И поехали. Конечно, по дороге нас сильно бомбило, некоторые умирали. Но мне, слава Богу, Бог помог. Может быть, ради ребенка, ради матери. И вот я была там в госпитале в этом. Война кончилась в 45-м, а меня отпустили в 45-м, январь, нет, не январь, в октябре. А он мне так понравился, хороший такой дядька. И я с ним 37 лет прожила тут. Ваше. Тут, вот тут уж, ваше. И его похоронила тут. Вот. А маму похоронила я куда, когда я еще на Сахалин не ехала, у меня убила. Но она старая, ей было 88 лет маме. Я ее тут похоронила. А потом вот Мишу похоронила. Вот сейчас хочу на кладбище к нему поехать, проведать. Они приедут, меня заберут. Так там надо сидеть, я знаю, и ходить надо. И туда на кладбище надо. Я могу взять эту самую, эту. И я раньше брала такси, к маме ездила. Сейчас я не могу. Я не могу спуститься по этим ступенькам. И вот вся моя жизнь. У меня тут муж лежит, и мама лежит. Вот так. А умру, даст Бог, похоронит меня, Римочка похоронит. Вот так вот. Двое. Один старший сын у меня умер. Ему 70 лет было, он умер. А второй, сейчас ему 68 лет, он живут в Краснодаре. Он был у меня, хотел меня забрать. Я говорю, нет, я не поеду, я тут хочу лечь. Тут мама у меня, тут у меня муж. Я на Сахалине уже больше. Я на Сахалине 27 лет прожила. А с Сахалина заказала, у меня была кооперативная квартира. Ну, я ее продала. А потом вот это Мише дали этот дом, квартиру, я перешла к нему. Вот так. Так что я никуда не поеду. Я раньше брала такси, ездила. И вот на 9 мая меня сюда привозили, меня присылали такси, и я уезжала, и меня привозили. Сейчас я не могу, я сейчас не могу. А меня сильно болят коленки, я не могу ходить. Я по комнате хожу, у меня ноги вот так. Зачем? Она знает, как я хожу. Она и варит, и стирает, все делает. Праздновать вместе с вами в вашем присутствии. Спасибо. И знак благодарности, хотя и немного, но чуть-чуть, для, так сказать, сладостей для внуков, да? Это вот Спасибо. мэрии города выделено. Да. Меня мне дали немного. Да, и мы вас ждем 9 мая, вместе вот как раз таки и с этой медалью
на главной площади. Ага. Ребята приедут, вас заберут. Нет, Возьмите. Рима, дети, ой, спасибо, дай Бог вам здоровья. Лечь тут, умру тут, похоронят. Вот так. Ну, Вот понятно, все вам хорошо. рассказала. Ладно, И идите с Богом. спасибо. Ага.